когда-нибудь добрые дела? Да. А что вы испытывали, когда их делали? Теплые чувства. Что же такое добро? Ответить на вопрос сходу сможет и не каждый взрослый, а вот как правильно объяснить смысл этого понятия детям? В ходу педагога Хавы Батажевой идут кроссворды, детские сказки и личные истории о добрых поступках самих учащихся. Всегда, когда мама уходит куда-то в магазин или на работу, я убираю весь дом, особенно кухню. Это когда мама подходит на 2 часа. Очень хорошо. Очередной тур регионального этапа «Учитель года» Хава Батажева проходит уже без волнения. Главное – завлечь детей с самого начала урока и не терять их интерес. Что еще нужно учителя литературы? Дайте лишь приобщить детей к добру. Все прошло замечательно. Дети – это и есть дети. Единственное, по возрастной категории, да, нужно перестраиваться, а так ничего сложного в этом нет. Удовольствие, полученное от урока, разделяют и школьники. Педагогу они ставят все 10 баллов. У меня прям настроение поднялось, когда она дала мне медальку, когда она спрашивала вопросы, было так приятно. Сама преподавательница понравилась? Приятная, да, хорошая, эмоциональная. Приятная, она здесь работала, преподавала уроки здесь. Я узнала больше о доброте. И мне очень сильно понравилась эта медаль. Еще понравилось задание, которое дали. У меня задание накормить бездомную кошку. Сделаешь задание? Конечно. В конкурсе принимают участие 5 учителей из разных школ региона. Темы классных часов индивидуальны. К примеру, Зина Костоева рассказывает, как обезопасить себя в сети интернет. Тема непростая, но и учащиеся постарше. У 9-классников критерии выше. Добрая улыбка преподавателя – приятный бонус. Но важнее, как он подготовился к уроку. Мне нравится, когда преподаватель все показывает, объясняет хорошо и заранее готовит план, чтобы своим ученикам было интересно слушать. И появился интерес к этому. Ну а сегодняшний урок подпадает под эти критерии? Да, она хорошо подготовилась, очень хорошо объясняла. Она была очень милой, постоянно всем нам улыбалась и очень хорошо объяснила в общем урок. Последнее слово за жюри. В их числе не только заслуженные педагоги республики, но и бывшие участники конкурса «Учитель года». К примеру, Илья Збеков, победитель регионального этапа 2018 года и финалист всероссийского, вспоминает, как сам когда-то переживал, и будущему победителю хочет дать совет – никакого волнения. После конкурса нужно хорошенечко отдохнуть перед выездом и уже быть самим собой просто, потому что весь потенциал уже в вас есть. 3 основных тура позади, но выделить лучшего педагога задача непростая. Все 5 участников, как на подбор, грамотные и квалифицированные учителя. Мне очень приятно с ними познакомиться, с ними конкурировать. Это вот тот случай, когда каждый из нас практически достойна победы, на мой взгляд. Итоги конкурса подведут 12 ноября на круглом столе. Члены жюри надеются, лучший учитель региона достойно представит республику на всероссийском этапе. Дана Плиева, Марбек Миржоев, Новости 24.